Дорогие друзья, вас приветствует школа Тибет-класс и я, Тамара Илюхина. Сейчас мы с вами поговорим о том, как мне задать вопрос об имени третьего лица, когда я спрашиваю об имени другого человека, как его зовут или как ее зовут. Итак, когда я задаю вопрос третьего лица, как его зовут, как ее зовут, я использую существительные и глаголы, которые используются в почтительной речи. Это существительное имя цен, почтительное существительное, и глагол щу, глагол, который относится к категории глаголов скромности, также выражает почтение к собеседнику и к лицам, о которых мы с вами говорим. Давайте сейчас с вами разберем само предложение. Я использую почтительное местоимение «кон». Почтительное местоимение «кон» у нас с вами относится и к местоимению «он» мужского рода, и к местоимению «она» женского рода. Собственно говоря, «он» это или «она» мы с вами сможем определить только из контекста. Берем существительное «цен», имя почтительное. Местоимение «кон» ставим впереди, соединяем его соединительной частицей «дрелдре», частиц шестого падежа, это будет «ки». «Кон», «ки», цен, его или ее имя. Затем у меня стоит частица падежная ладен. И буквально у меня получается схема о его имени, о ее имени. После этого у меня стоит вопросительное слово каре, вопросительное слово что. Затем глагол скромности щу, говорить, называть. И глагольное окончание ги йоре – это глагольное окончание, которое используется в предложении с глаголом действия, третье лицо, настоящее время или повествовательное предложение второго лица. Но в данном случае у нас с вами предложение третьего лица. Итак, вопрос у меня буквально звучит о ее имени, о его имени, что говорится. Конги ценла каре щуги йоре. Ответ: конги ценла дрольма щуги йоре. В ответе у меня осталось словосочетание про его, про ее имя. Вопросительное слово «каре» у меня заменяется, собственно говоря, на само имя. Здесь у нас с вами то самое искомое слово, о котором мы с вами спрашивали. В данном случае это у меня тибетское имя Дрольма или Тара. Это женское имя, поэтому, переводя это предложение, я буду использовать местоимение ее имя. Про ее имя говорят Дольма. И затем у меня стоит глагол щу и окончание настоящего времени третьего лица ги-йоре. Когда мы с вами разбирали этот вопрос второго лица и ответ первого лица, как тебя зовут, меня зовут так-то, мы с вами обращали внимание, что с почтительным существительным цен имя должен использоваться глагол щу. Но там у нас с вами в ответе мое имя использовалось уже обычное слово мин, поэтому глагол мы с вами меняли. Здесь мы с вами и в вопросе, и в ответе используем почтительное существительное цен, и поэтому и в вопросе, и в ответе у меня остается тот же самый глагол скромности щу. Конги ценла каре щуги йоре, конги ценла дрольма щуги йоре. А сейчас давайте с вами вместе послушаем, как эти фразы произносит носитель тибетского языка. Конги ценла каре щуги йоре. Конги ценла дрольма щуги йоре. Ну что же, мы с вами сейчас разобрали вопрос, как его, как ее зовут, узнали, как нам ответить на этот вопрос. И я жду вас на наших страницах в соцсетях, жду вас на нашем сайте и, конечно же, на уроках школы Тибет-класс. Всем Джема Джальон. До свидания.